Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшикшара. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. Аслан Бжаня провел встречу с делегацией Ассамблеи народов Евразии. В Кулрыбском районе в поселке Каштак проводятся работы по очистке канализации и ливневых систем. В Удауте на проспекте Героев идут реставрационные работы здания бывшей администрации и ряда других строений. Аслан Бжаня провел встречу с делегацией Ассамблеи народов Евразии во главе с руководителем Андреем Бельяниновым. Обсуждались вопросы сотрудничества в гуманитарной сфере, в том числе возможности по организации отдыха и оздоровления детей. Президент заверил, что руководство страны намерено сотрудничать с организациями, чьи инициативы направлены на мир и созидание. Обед. Добро пожаловать в Абхазию. Хотел бы поздравить вас с наступившим Новым годом, пожелать вам всего самого хорошего в этом году. Человек вы известный далеко за пределами России, как государственный деятель, как крупный руководитель. То сейчас, те вопросы, которыми вы сейчас занимаетесь, это тоже очень важно, потому как все направлено на обеспечение интеграционных процессов, на сближение народов. Тоже присоединяюсь к поздравлению с прошедшими праздниками. Спасибо вам большое. С момента нашей предыдущей встречи произошло серьезное осмысление тех процессов, которые происходят. И действительно, я убеждаюсь, что то, что называется народной дипломатией, то, чем занимается Ассамблея народов Евразии, это вот такая очень работа важная. То, что не дается политикам официальным, удается решать через просто волю народов. Это не совсем высокий штиль, это просто реально теперь наша повседневность. И когда мир еще распадается на две части, идет война добра и зла, а мы, как известно, с вами относимся к той части, которая только за добро, за традиционные ценности, за уважение людей, всего мира друг с другом. И вот я хочу сказать, что было бы очень здорово, если мы здесь бы сделали молодежный лагерь международный, круглогодичный. Может, это было бы посоветоваться с теми, кто сделал Сириус, если бы это еще была такая, или, как говорят, ферма, или там, где идет сгусток интеллекта, это было бы очень здорово. И климатические условия позволяют, и административный ресурс высочайший, ваша инициатива, я уверен, тоже могло бы сделать. Ну и при поддержке, соответствующей поддержке финансовой, я думаю, что под хорошую идею мы всегда найдем возможность это отфинансировать. Ну и было бы совсем здорово, если бы еще один детский лагерь появился на территории Абхазии. То, что раньше называлось пионерским, сейчас называется оздоровительный, и тоже бы он был международный. И вот сейчас приходится общаться, к счастью, с большим количеством людей Кавказа, Закавказья, и Южной Осетии, и Грузии, и вот мы были в Дагестане. И, в общем, все говорят об одном, что основная задача нам воспитать молодежь таким образом, чтобы не было национализма, чтобы было уважение друг к другу. Надо садиться за стол молодым людям и говорить не сколько о прошлом, которое нельзя без уважения, но сколько о будущем, которое им надо передавать то, что мы сами накопили, то, что сами умеем, то, что знаем. Но они должны быть достойными наследниками. Спасибо, Андрей Ильич, полностью с вами согласен. В прошлом году Государственной миграционной службой Абхазии было принято 7754 заявлений от иностранных граждан на получение виз. Рассмотрено 15 ходатайств о выдаче приглашений на въезд, 826 заявлений от работодателей. Об этом сообщил руководитель ГМС Рамин Габлая, представляя премьер-министру Александру Анкваб отчет об итогах деятельности службы в прошлом году. В общем, в виде госпошлины в бюджет республики поступило почти
93 миллиона рублей, что на 29 миллионов больше итогов позапрошлого года. В суд направлено 320 материалов в административном порядке. КМС осуществила 64 плановые проверки в отношении работодателей. Выдворено 7 иностранных граждан. Медицинское обследование прошли 7803 мигранта. В результате выявлено 8 человек ВИЧ-инфицированных, 352 больных гепатитом Б и 144 гепатитом С. Премьер-министр обсудил с руководителем службы план работы в наступившем году и поручил не ослаблять контроль за миграционными процессами. Ситуацию на топливном рынке, связанную с поставкой нефтепродуктов в Абхазию, обсудили в Народном собрании. На расширенное заседание парламентского комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям, которое прошло под председательством Бадрика Пилия, были приглашены первый вице-премьер, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба, заместитель министра экономики Теймураз Миквабия, первый заместитель председателя ГТК Аляс Лабахуа и представители топливных компаний. В заседании комитета также приняли участие спикер парламента Лаша Ашуба и депутаты. Представители исполнительной власти проинформировали депутатов о ситуации на абхазо-российской границе и о своих консультациях с российской стороной по вопросу экспорта топлива из России в Абхазию. Был обсужден вариант альтернативных поставок топлива и подчеркнута важность скорейшего принятия антимонопольного законодательства. Расширенный репортаж заседания парламентского комитета смотрите в наших ближайших выпусках. Ряд сотрудников Министерства внутренних дел Абхазии награждены ведомственными медалями МВД России. Все подробности в следующем материале. Ведомственными медалями МВД России награждены сотрудники МВД Республики Абхазия. Приказом министра внутренних дел Российской Федерации, генерала полиции Владимира Колокольцева медалями за боевое содружество награждены первый заместитель министра внутренних дел, генерал-майор милиции Руслан Ажиба и исполняющий обязанности начальника управления уголовного розыска МВД Абхазии Алхас Габле. Медалью за укрепление международного полицейского сотрудничества награжден главный советник министра внутренних дел Абхазии, подполковник милиции Инал Маршани. В торжественной обстановке награды вручил представитель МВД России в Республике Абхазия Сергей Галенков. Огромное спасибо министру внутренних дел Российской Федерации за отличие, которое было сегодня обозначено здесь, за награду заслуженных сотрудников. Работа проведена была сложная, нужная, в плане взаимодействия международного, так скажем, межгосударственного, между Российской Федерацией и Республикой Абхазия. Сегодня установлены правильные, нужные отношения, которые позволяют нам достигать таких результатов. Спасибо огромное. Я от лица Министерства внутренних дел Федерации хотел поблагодарить вас и ваш коллектив за ту работу, которую мы проделали. Эти награды нашли совершенно заслуженно своих владельцев, потому что действительно работа была сделана и в целом большая, и конкретно за это поступок, который, за этот подвиг, можно назвать, который довольно оперативно удалось нам получить. Подводя итоги прошедшего 23-го года, еще раз хочу поблагодарить. Успехов, сил в новом 24 году. Спасибо, Сергей. Со столь высокими наградами поздравил коллег министр внутренних дел Республики Абхазия, генерал-майор милиции Роберт Кют. Житель ААЦ Гудаутского района Адам Рпачали объявлен в розыск, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. По информации следствия, Пачали 25 декабря оказал сопротивление сотрудникам милиции на контрольно-пропускном пункте Ингур. Мужчина отказался проследовать в отделение милиции, стрелял под ноги в рио начальника угрозыска по Чимчирскому району Захаряна. После скрылся с места преступления на «Мерседес» без госномеров. Розыскные мероприятия проводят подразделения СГБ и МВД Абхазии. В Гулрыбском районе в поселке Каштак проводятся работы по очистке канализации и ливневых систем. Очистка водосточных систем позволит предотвратить засорение труб и стоков, уменьшить возможность возникновения неприятных запахов и наводнений в период сильных дождей. На месте работ побывала Шазина Ханагуа.
Маленькая безымянная речка, протекающая в поселке Каштак, на первый взгляд не представляет никакой опасности. Но во время проливных дождей она превращается в бурный поток, который наносит большой ущерб жителям, затапливая приусадебные участки и домовладения, оставляя за собой мусор и ил. Олег Кутеля вместе с семьей живет в поселке уже 24 года. По словам жителя, такая картина здесь нередкое явление. Вода поднялась вот так вот, здесь полностью весь двор мой залила полностью, вот здесь все, вода везде, вот что видите, полностью стояла, как в бассейне стояла вода. К дому подошла уже вплотную к углу, сейчас уже русла нету, сейчас если такой удар будет, то дом мой зальет тоже. По силе возможности администрация технику загоняет, помогает, да, но это каждый раз копать, это как на мини-замедленного действия, когда она поднимется опять здесь. Как-то надо укрепить просто, не знаю. Говорят, что будут решать, посмотрим. Всего в поселке Каштак проживают более 200 семей. Летом прошлого года река подтопила 12 домовладений. Был нанесен немалый урон. По словам главы администрации села Мачара Дениса Хаджимба, всем им была оказана финансовая помощь. Русло реки, здесь постоянно идут в этом поселке стройки, новые гостиницы строят люди, дома новые строят. Есть, где она через дворы проходит, и не без человеческого участия люди начинают сужать русло в каких-то местах, и оно, конечно, приводит вот к таким вот последствиям. Ну и стихия здесь, конечно, фактор стихии, с ней не поборешься, когда уже есть стихия, с ней ничего не сделаешь, уже приходится с последствиями бороться. Было решено, не дожидаясь нового наводнения, действовать на опережение. В начале года на этом проблемном участке были начаты работы. Очистили русло реки, забитые мусором и илом трубы были вырыты. Далее необходимо провести комплексные работы по руслу реки. В 2019 году нынешний глава района тогда был депутатом парламента. Тогда вот совместными усилиями он ходатайствовал за этот вопрос. Мы добились, чтобы вот русло реки в нужных местах провели нужные работы, проложили мостики, проложили ливневые русла бетонные сделали, переезды сделали. То есть работа была проведена комплексная. Вот это было уже 5 лет назад. Но надо эти работы проводить постоянно, держать в тонусе эту ситуацию, для того, чтобы можно было на опережение успевать постоянно. На наш взгляд, нужно, где были бетонные кольца, скажем, практика показывает, что они неэффективно забиваются. Значит, нужно какой-то другой вариант использовать. Строители подскажут нам, я думаю. У нас есть какие-то свои мысли, тоже вместе примем решение, я надеюсь. Масштабные работы с тех пор не проводились. Только по факту устраняли последствия практически каждое лето. Денис Хаджимба отметил, что люди выбрасывают бытовой мусор в русло реки и призвал проявить сознательность и не допускать таких случаев. Надеемся на то, что люди проявят сознательность гражданскую и не будут сюда мусор всякий бросать, потому что мы сталкиваемся с этим, видим, когда видно, что бревна забиваются, это понятно, что природа принесла стихия. Но когда ты видишь, что старая стиральная машина там забивает, вы же понимаете, что это не без человеческого участия. Конечно, нужно потихоньку от этого уходить. Люди должны понимать, что так нельзя. Работы ведутся администрацией Гулрыбшского района совместно с местной администрацией. Для того, чтобы продолжить работы, тут дальше есть проблема, тут живут люди, и мы не можем, тут вы видите, работает техника, и мы не можем во дворы людей загнать технику. Мы сейчас связались с хозяевами, они должны приехать, мы ждем или сегодня, завтра, и будем разговаривать с людьми, потому что это проблема не только их, это проблема всего этого района. Потому что когда идут ливни, дожди, здесь катастрофическое положение. Если этот вопрос надо решать обязательно. А в другом тупике Обжуйского шоссе, поселка Каштак, капитально проведены работы по расчистке ливневок. Теперь глубина и ширина соответствуют установленным нормам. Основная работа была завершена к Новому году. Администрация района провела все работы по ливневкам, чтобы они могли идти по своему руслу, залили. Теперь у нас будет, когда дождь идти, дорогу эту не будут смывать. Вы видите, здесь стоит трансформатор. Этот трансформатор тоже мы будем передвигать его. Он там уже укрепление сделали, вы видите. Огораживать его будем ради безопасности жителей. Будем приводить все в соответствии с нормами. Денис Хаджимба отметил, что в районе стремятся создать и поддерживать благоприятные условия для жителей. И работы в этом направлении будут продолжаться. Шазина Ханаго, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.
В Гудауте на проспекте Героев полным ходом идут реставрационные работы здания бывшей администрации. Кроме того, ремонтируют крышу здания, где располагаются почта, налоговая служба и библиотека. Все детали у Лауры Капш. Гудаута с каждым днем преображается. Город становится комфортным и современным. Активно ведутся работы по благоустройству улиц и парков, а также идет реставрация объектов историко-культурного наследия. Вот уже около 1,5 месяцев, как реставрируют здание бывшей администрации, которое расположено в центре Гудауты на проспекте Героев. خزجراحي خضروها سرنس قانا قري سيس بخدوبيوب يجدروا كيف يمشيني جوش كشزحنا أي بيشين ألاقا حبسنا حبرزك خطني أنا بستبزيا Владислав Григорий па حبسنا حبر رزق اختزم رخبرو سي بيشرا مش تخنس نبرام شرخنا عم سكن يبليت نسيت شكر قولك خوش رانزا. Стоит отметить, что и после войны администрация Гудаутского района находилась именно здесь, где принимались судьбоносные решения. Однако из-за случившегося пожара пришлось перенести администрацию в другое место. В 2013 году начались восстановительные работы, но завершить их так и не удалось. Сейчас реставрация идет полным ходом, и здание обретает свой былой образ. Первый этап восстановительных работ обойдется в 19 миллионов рублей, а общая сметная стоимость 40 миллионов. Работы ведутся за счет средств местного бюджета. حمب حاجة كوهات يحصلنا نستطيع جركوز قنية تازكون تخرج على قطعنا بري تريلا جبهة موسكوا دقنا وبري تخرج على يلقى قطعنا بري خبرة تشكر كورة خريم جاكو يا قنية تسنا عشق جي بنجر كروزة جنود الشخرة كجير رزق بري بس خريم جاكو بس هوتا بكرة يرشيف بوي بسكيس رامد مكاز زكوزالا جبيوتا تروح تشوفه بشيرة بس الناس ويا культура министра ги рызыги сохтой закузал хобра и так ракамадзам коишбу шишбу шабас езенхот. Видеонаблюдение, пожарно-охранная сигнализация, интернет. Здание будет соответствовать всем современным стандартам и нормам безопасности. Специалисты уже около месяца работают в этом направлении, и все идет согласно плану, говорит индивидуальный предприниматель Даур Бутба. Слаботочная система процентов 90 завершена, то есть видеонаблюдение и пожарно-охранная сигнализация уже завершены. Остаются только чистые работы и установка самого оборудования. Коммуникационные работы уже все выполнены. Честно говоря, никаких пока проблем нет, пока идет все согласно графику, все четко идет. Просто здание, так как это здание было восстановлено, огромное здание, очень много было здесь повреждений по кабельной структуре. Уже изменено, все выполнено, все исправлено. По моей части коммуникационные работы мы завершаем через 2-3 суток по коммуникации, а подключение я уже буду ждать, когда закончатся уже отделочные работы. Также идет работа по замене кровли в здании, где располагается почта, библиотека, налоговая. Крыша была в очень плохом состоянии, протекала. Из-за этого страдали кабинеты, портилась мебель. Здесь раньше находилось и Гудаутское районное телевидение. Однако им пришлось переехать. На ремонт кровли выделено около 17 миллионов рублей. Работы планируют завершить в течение 2 месяцев. Лаура Капш, Адам Арджиня, Абхазское телевидение. В ночь с 18 на 19 января православные христиане отмечают крещенский сочельник – вечер накануне одного из главных христианских праздников – Крещения Господня. Во всех храмах Абхазии проходит подготовка к праздничному богослужению. В Сухумском кафедральном соборе состоится вечернее богослужение, божественная литургия и чин великого освящения воды. Крещенский сочельник нельзя ругаться, сердиться, обижаться и выяснять отношения, употреблять спиртные напитки, мясо, молоко, яйца, набирать крещенскую воду с плохими помыслами. Праздник лучше провести в мире и спокойствии.
В ночь на 19 января в Каманском монастыре святого Иоанна Златоуста пройдут крещенские купания. Там дежурят медики и спасатели МЧС, а за порядками организации движения автотранспорта следят сотрудники МВД. Во избежание происшествий, заторов и беспрепятственного проезда граждан в этом направлении усиленную службу несет личный состав УГАИ УВД Сухумского района. Сотрудники МВД призывают граждан соблюдать правила дорожного движения, уважительно относиться друг к другу, строго воздержаться от употребления алкоголя за рулем и распития спиртных напитков вблизи святых мест. В завершении выпуска расскажем о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в пятницу 19 января на территории Абхазии ожидается облачная погода, осадки маловероятны. Температура воздуха ночью 3-8, днем 10-15 градусов тепла. Температура морской воды плюс 11 градусов. На этом информационный выпуск Камшикшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.